Спасибо премьер-министру Словацкой Республики господину Роберту Фицо за его выступление. И сейчас прошу министра иностранных дел Российской Федерации выступить своей речью. Дорогие ветераны, уважаемый председатель Национального совета, уважаемый председатель правительства, господа министры, дамы и господа, друзья, для меня большая честь присутствовать здесь, на этой церемонии. Vážení pani veteráni, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, drahí priatelia, pre mňa je veľkou cťou zúčastniť sa na oslavách pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Bratislavy. Мы отмечаем 70-летие освобождения Братиславы, которое стало возможным благодаря совместной операции Красной армии, Первого Чехословацкого армейского корпуса и словацких партизан. Vaše krásne mesto bolo zachránené od fašistických okupantov v dôsledku spoločnej bratislavsko-brianskej operácie, ktorá sa výrazne zapísala do dejín druhej svetovej vojny. Они положили свои жизни ради свободы, ради независимости Словакии и Чехии, ради свободы всей Европы. Položili svoje životy za nezávislosť Slovenska, nezávislosť našich národov a celej Európy. Мы глубоко благодарны руководству Словакии, словацкому народу за то внимание, бережное отношение к памятникам героям той войны и к захоронениям советских солдат. Sme veľmi vďační slovenskému vedeniu a slovenským priateľom za starostlivé zachovanie pamiatky sovietských vojakov a údržbu vojnových hrobov. У России и Словакии единая оценка тех событий, и мы уверены, как и наши словацкие друзья, что нам всем необходимо свято беречь память о героях, не допускать искажения правды. Rusko a Slovensko majú rovnaký pohľad na vojnové dianie a sme presvedčení, že musíme chrániť túto pamiatku a nedovoliť zopakovanie týchto dejín. И очень важно, что молодежь и в России, и в Словакии понимает историю и помнит подвиг героев, которые освободили их страну. A je veľmi dôležité, že mládež v Rusku a na Slovensku veľmi dobre rozumie dejiny a pamätajú o hrdinstve tých ľudí, čo položili životy za ich krajiny. В России молодежь активно включилась в движение, которое нацелено на установление неизвестных пока фактов о той войне и о тех героях. V Rusku mládež sa zapojilo do hnutia, ktoré odhaľuje fakty, neznáme fakty druhej svetovej vojny a hrdinov neznámych. Молодые ребята работают и на территории Российской Федерации, и на территории других стран, в том числе и в Словакии. Mladí ľudia pracujú na území Ruskej federácie, na území iných krajín, vrátane Slovenska. И мне очень приятно, что в эти дни здесь предпринимают необходимые усилия совместно со своими словацкими друзьями представители Кировского отделения Российского военно-исторического общества. A je mi veľmi príjemné, že dneska v týchto dňoch, na týchto podujatiach sa zúčastňujú aj predstavitelia Кировской воинско-исторической spoločnosti. И я уверен, что эти усилия необходимо продолжать до тех пор, пока хотя бы судьба одного человека остается неизвестной. A som presvedčený, že v týchto úsiliach musíme pokračovať, pokiaľ osud aspoň jedného vojaka je neznámy. Мы нацелены на то, чтобы события, подобные той трагедии 20 века, никогда больше не повторились, чтобы созданная по итогам Второй мировой войны Организация Объединенных Наций оставалась центром принятия всех решений, касающихся вопросов мира и безопасности. Sme nacielení na to, aby udalosti druhej svetovej vojny už sa nikdy nezopakovali a aby Organizácia Spojených národov, ktorá vznikla v dôsledku ukončenia druhej svetovej vojny, bola centrom zabezpečenia bezpečnosti vo svete. Чтобы никто никогда больше не пытался доминировать в мире и подчинять всех других своей воле. Aby sa nikto nesnažil dominovať vo svete a podriadovať iných svojej vôle. Я хотел бы от всего сердца поздравить вас, всех словаков, с этим прекрасным праздником. Z celého srdca by som chcel ešte raz gratulovať všetkým prítomným k tomuto sviatku. Да здравствуют герои. Nech žijú hrdinovia. Вечная слава павшим. Večná sláva padlým. Спасибо. Ďakujem.
Ďakujeme za príhovor ministrovi zahraničných vecí Ruskej federácie. Pol metra, môžete.